Всем привет! Сегодня я прогуливаюсь с Никитой Нелюбиным. Это известный радиоведущий и тоже якутянин. Ну, уже нет. Фактически нет, но в душе да. И находимся мы в прекрасном месте. Моем любимом. Это самое мое любимое место в Москве. Чистые пруды. Здесь, ну, фантастически просто. Мы сейчас пойдем гулять, как раз вот вокруг чистых прудов, вы сами все увидите. Так, ну, Никита, рассказывай. Сколько лет ты в Москве? Чем занимаешься здесь? В Москве я с февраля 2010 года. Занимаюсь я, собственно, тем же, чем и занимался в Якутске. Работаю на радио. Вот, но уже сменил немного ориентацию профессиональную. Вот, то есть, если в Якутске я работал на развлекательных радиостанциях, да, шутки, прибаутки, песни, пляски, игры, конкурсы, то в Москве уже занялся серьезным таким информационным вещанием. Вот, то есть я ведущий новостей. Ух ты. Сейчас я работаю на Ретро FM. Это, ну, одна из крупнейших радиосетей. В Якутске, я знаю, точно есть. Да, и слушают. Вот, и слушают, и периодически мне из Якутска ребята пишут, да, знакомые: ой, мы тебя слушали. Я говорю: да, приятно, хорошо. На Европе плюс, кстати, тоже. Класс. Так. В общем, с твоей деятельностью мы тут разобрались. А теперь расскажи вот тот самый период, когда ты переехал в Москву, какие у тебя были ощущения? Ну, я, конечно, сразу был очарован, покорен. То есть не я покорил Москву, а Москва покорила меня. Уж на что я не люблю это выражение. Меня потряс этот город, правда. Это лучший город Земли. Но я знаю, что ты до сих пор проверяешь погоду в Якутске. Вот. Что это за любовь такая? Нет, я понял, да. Нет, в Якутске, конечно, вот единственное, что хорошо, не то, что единственное, что хорошо, а одно из, это погода. Но вот мы сейчас идем, вот видно, что очень пасмурно, и такая погода в Москве стоит уже довольно давно. Я периодически вообще смотрю, как в Якутске дела, вот какие-то просматриваю сайты новостные якутские. И погоду, естественно, смотрю, открываю программу, значит, в приложении телефоном. Солнышко нарисовано, думаю, блин, как хорошо. Не хватает, очень не хватает якутского солнца. Говорят, что Москва, она такая жестокая, что здесь одиночество. Это правда? Город одиночества? Ты познал одиночество? Ты знаешь, ну, естественно, естественно. Но с другой стороны, вот это очень сложный такой вопрос сейчас задала, потому что если сказать, что Москва город одиночества, значит, ну, как-то вот в этом расписаться и все, хотя это на самом деле не так. Здесь А для тебя лично? Лично для меня, ну, если вот в процентном соотношении, то где-то 60/40. 60 да, и 40 нет. Более вот сейчас все в соцсетях, все в интернетах, все. Я сам грешу этим, я живу в Фейсбуке вообще. Не хватает живого общения, но поскольку Москва это Москва, то есть да, у всех свои дела, свои заботы, семьи, дети, жены и прочие какие-то увлечения. И мне по первости казалось даже, что здесь любви нету. Вот у меня были такие мысли. Я думал, как здесь в Москве можно встретить человека, не знаю, завести с ним какие-то отношения, не говоря уж там о том, чтобы там пожениться и семью образовать. Почему, как ты думаешь? Ну вот, мне кажется, люди слишком здесь озабочены, озадачены собой. И, в принципе, на других не обращают внимания. Это мое личное мнение, я не знаю, насколько оно ошибочно или нет. То есть тут каждый сам по себе? Да, если говорить по-простому, то да, в большинстве случаев. Вот. Хотя я знаю массу примеров, когда люди здесь и встречались, и влюблялись, и женились, да, как в песне. Но это настолько единичное на общем фоне, да, какие-то вещи, что да. Москва, ну, наверное, да, город одиночества. А как у тебя с друзьями встречи происходят? Ой, мы, к сожалению, редко видимся.
Ты такой Facebook человек. Я абсолютно, да, ну, фактически, да, вот в Фейсбуке все, это у меня второй дом. К сожалению, говорю, и, ребята, выходите из домов, выходите из Фейсбуков, общайтесь вживую. Слушай, Поэтому... Никит, а вот по поводу мошенничества в Москве, тут же куча мошенников. Ой, вот это да. Ну-ка расскажи, сталкивался? Ну, вот буквально недавно столкнулся, понес, у меня сломался компьютер. И, в принципе, я сам как бы в этом тоже разбираюсь, но тут нет, надо было идти к специалисту. Нашел в интернете, просто там вбил в Яндексе ремонт компьютеров и свой район. И мне выдал, значит, Яндекс, соответственно, сайт. Я на этот сайт зашел, позвонил, приехал мастер, назвал одну цену, компьютер забрал, потом выяснилось, что цена там в 20, что ли, ну, короче, встала мне в такую копейку. А обратно компьютер не отдают собаки. Говорят, ну вот все, вы, значит, а мы пойдем так дальше. Все, и хотите получить компьютер, платите деньги. Не хотите, распрощайтесь с ним. Сколько они сказали? Изначально был разговор о там буквально 2-3, по-моему, тысячах рублей. Вот, а в конечном итоге цифра выросла почти до 20. А поскольку компьютер не мой, плюс ко всему я просто взял на пользование, но вот он именно в моих руках и умер. Я не мог сломанный обратно возвращать. Поэтому, хочешь не хочешь, пришлось платить. Самое интересное, что когда владелец компьютера, хозяин об этом узнал, он сказал, да нафига ты это сделал, мне он нафиг был не нужен. Короче говоря, вот. Потом я уже про этих ребят начал узнавать, про компьютерщиков. Оказывается, это они уже давно... Система отлаженная. Отлаженная система. Более того, мне даже позвонили потом с телевидения, с Москвы-24, сказали, если что, ты согласен все на камеру рассказать и стать героем сюжета? Я говорю, да. Жертва мошенничества. Я надо их размазать. Вот. Но пока не позвонили, не знаю. Видимо, может, они передумали. А еще при покупке машины сталкивался? Нет, у меня тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, я и первую машину я взял с рук, покупатель оказался напрямую добросовестный, да, на вторую просто нашел по объявлению. Вот, а вторая уже в салоне, новая, да, никаких. При съеме квартиры тоже не было? Не, вот Бог миловал, правда, я не знаю, может быть, мне так везет, может быть, я не могу, не знаю, с чем это связано, меня Москва в этом плане, ну, никак серьезно так не обижала. Квартирный вопрос. Который так испортил многих москвичей. Да, рассказывай, сколько ты платишь в месяц за съемную квартиру? У меня, это никакой не секрет, у меня однокомнатная квартира в спальном районе, как я уже сказал, 15 минут от метро пешком. Не самый такой роскошный там ремонт. То есть она чистенькая, но без всяких вот этих вот наворотов, да. У меня выходит 25. Это вместе с коммуналкой, вместе с... Причем хозяева платят и за воду, и за свет. Я плачу только интернет, все. И телефон тоже у них, все это. 25. Ну, да? Для Москвы это круто. Очень круто, очень круто. Пока я не купил машину, я ездил, естественно, на общественном транспорте. Ну вот, не знаю, деньги вроде были. Вот откуда, я не знаю, это в ментальности в нашей, что ли, заложено. Не платить за проезд, допустим, в автобусе. То есть в метро не прокатит. В метро ты должен пройти через эти турникеты, а в автобусах московских, то есть в якутском, как в автобусе, ты зашел, да, расплатился и едешь себе спокойно. Или там платишь на выходе, да? Вот. А здесь не получится. То есть ты заходишь в автобус, и там тебя встречает этот турникет. Да. Под ним можно проскочить. И ты так делал? Ловят же, при мне ловили. Не ловили меня, ни разу. Я недолго этим прозанимался. Заяц. То есть, да, то есть мое криминальное прошлое, оно было не таким ярким и долгосрочным. Но, в общем, да. Но я не знаю, насколько это лайфхак. Второй лайфхак, но мы сейчас подойдем к машине, я снимаю номера, это очень плохо. Но с другой стороны, ничего противозаконного в этом нет, потому что машина без номеров стоять может, а ехать не может. Да, поясним, мы в центре, да, здесь платная парковка обязательно. 1 час стоит, по-моему, 80 рублей. Или 90, если прям центр-центр, то 90. Да, причем мне денег-то не особо жалко.
Ну вот не знаю, ну вот, вот страсть, вот эта русская халява. Сэкономить на любой мелочи. Мне стыдно на самом деле, я сейчас говорю, и блин. И Ну, мне понятно, стыдно. понятно. А как ты знакомишься в Москве, кстати, холостяк? Тиндер. Все просто. Это, Приложение? да, А, очень клевое. Я нашел массу потрясающих, интересных людей. Ну, барышень, естественно. а на улице ты больше все классически не знакомишься? Я-то знаю, я пытался один-единственный раз, у меня был такой забавный случай, не на улице, правда, а в метро. Ну-ка, ну-ка. Ехали мы, припозднились, загуляли с приятелем, и так немного навеселе, хорошее, прекрасное настроение. И ехали уже поздно, чуть ли не на последнем поезде, и ехали в вагоне вдвоем, и вот зашла на станции девушка. И вдруг во мне проснулся гусар, да. Вот. Ну, какие-то глупости начал говорить, знаешь, такие. Что самое удивительное, на девушку это все произвело впечатление. Единственное, если бы я был трезвым, шансов было бы больше. Вот, кстати, поэтому, ребята, еще стоит отказаться от алкоголя. С девушками под этим делом знакомиться. Ну, так что, дело неблагодарное. Нет, сорвалась. Я произвел впечатление, но вот не до конца. Не до конца. Сорвалась, к сожалению. Насчет криминала, на тебя никогда не нападали? Нет, никогда не было никаких проблем. Вру. У меня даже не попытались, а ограбили. Причем ограбили очень неприятно. У меня утащили в метро мобильный телефон. Вот, я про это. Вот. Поделка. Ну, телефон был копеечный, и его было не жалко. А жалко человека, который неизвестно, что с этим телефоном ему делать. Блин. Все. А у меня хитроумное специальное устройство. Ну вот, бибика. Понятно. Права я получал в Москве. Опять же, вот расхожее мнение о том, что якобы ты должен быть только по месту прописки учиться и сдавать. Ничего подобного. У тебя российский паспорт, и ты имеешь право полное сдать экзамены в любом городе России. По месту жительства, пожалуйста. Никто у тебя там не спрашивает регистрации и прочее. Никаких проблем с этим нет. У тебя прописка якутская, да? Прописка у меня якутская, естественно. Вот. И не нужна сейчас регистрация. Даже вот трудоустроиться на работу, что это раньше бытовало такое мнение, что нужна регистрация. Да ничего не нужно. Голова нужна. Все. Единственное, что я сделал с регистрацией, я оформил липовую регистрацию на первое время, просто на всякий случай. Потому что я знал, что, ну не то что знал, а слышал о том, что вот в метро где-то там полиция, тогда еще была милиция, по-моему, или нет, или уже полицейские, ну неважно, что спрашивают, везде спрашивают, проверяют. Ни разу ко мне не подошли, не спросили. И ни разу меня не остановили, даже несмотря на мою, в общем-то, не самую славянскую внешность. Вот мы опять сменили место дислокации. На не менее красивое. Да, вот такая красивая осень сейчас, листопад. В общем, ребят, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить следующее видео. И ставьте лайки. Пока.